Вечер добрый, дорогие друзья. Сегодня наша встреча экспертного клуба Якутии проводится в новом формате. Мы собрались в студии, и отдельные участники наши участвуют при помощи видеоконференц-связи. Нас слышно, видно. Вечер добрый всем. Так, и тема нашей сегодняшней встречи – это лесные пожары, что ждет нашу республику после опыта нынешнего года. И участие принимают известные журналисты, наши коллеги София Владимировна Булчукей, главный редактор информационного агентства Сахалайф.ру, Айталина Никифорова, Тайга-Пост, Сергей Сумченко, Тайга-Пост, Алексей Пахомов, Вести-14. И помимо этого у нас есть ключевые спикеры, эксперты, представители власти. Каждый будет представляться. И хотелось бы для первого вопроса, для динамичности слова, передать коллеге Игорю Савинову. Приветствую всех в студии и на видеоконференц-связи. Мы в этой студии проводим первый эфир. И я очень рад всех видеть. С некоторыми мы знакомы, с некоторыми познакомились и познакомимся в процессе. Итак, хотелось бы объяснить повод, для чего мы все собрались. Казалось бы, лесные пожары уже позади, но мы все якутяне хотим знать, как все-таки республика подготовилась к следующему лету. Будут ли снова нас мучить всякие ситуации с задымлением и прочими негативными факторами. И хотелось бы, чтобы в студии все спикеры, присутствующие здесь и по видеоконференц-связи, ответили на такие вопросы. Какой опыт мы извлекли из этого сложного урока нынешнего года? И второй вопрос, насколько республика готова к новым жестоким засухам и лесным пожарам? Итак, первый вопрос хотелось бы задать Сергею Гавриловичу Сивцеву, заместителю министра экологии. Все-таки, почему лес горел так сильно? Основные причины. Потому что ходят разные фейки и с начала лесных пожаров, и до сих пор, что это поджоги, что черные лесорубы и прочее. Основные причины, почему он горел так сильно. Основная причина пожаров – это засушливое лето, сухое лето, да, и соответственно, в том числе, конечно, в начале лета и человеческие факторы имеются случаи, и сухие грузы. Это основная причина тех пожаров, которые сегодня в этом году они были. Мы считаем такие причины. И это доказанные факты, были соответствующие проверки уполномоченными органами. И помимо, конечно, определенную такую долю играет, конечно, человеческий антропогенный фактор. Она тоже присутствует, но это в основном в начале лета, май, начало июня, это период. А все остальное это причина сухих груз. В твоем эфире Лена Элдархан же озвучил цифры. Было 1600 пожаров за лето на вчерашний день. Из них 50. Только 50 из-за причин человеческого фактора. И в целом, насколько тоже у нас было общение у нашего издания «Интернет-газета» в Якутии.ру и вообще в прессе, да, по информации вашего министра Сахамина Милановича Афанасьева, у нас в этом году количество меньше, да, пожаров, чем за аналогичный период прошлого года, а зато больше площадь. Об этом можно немножко объяснить тоже? Количество пожаров у нас меньше в этом году, да? Не сильно меньше, но оно меньше. Но при этом у нас площадя, они почти около 2 раза больше. Руслан Иванович, вы же цифры какие-то озвучивали, что пожаров было даже больше, да, в прошлом году? Или вы... Это количество пожаров больше. Да, количество пожаров было больше, но как единицу времени случалось очень часто, сразу по 80 пожаров уже было, да? Какие-то сутки. Добрый вечер, уважаемый
участников. У нас в текущем году грозовая активность намного выше, больше, и мы в середине лесопожарного сезона, когда у нас чрезвычайная ситуация была объявлена, в день фиксировали по 80, по 60 новых лесных пожаров. Да? И тогда уже начали приглашать пожарные формирования с других регионов. У нас и подключились федеральное бюджетное учреждение Айвели-Сахана. И в течение практически недели мы каждый день фиксировали новые пожары, они 80, 60, 40 пожаров новых. Соответственно, мы свои силы все были задействованы. И в целом за пожароопасный сезон получилось, что парашютистов-десантников с других регионов у нас поработало больше 800 человек. Таких показателей у нас ранее, конечно же, было, но интенсивность горения, именно ветровая нагрузка, засуха, да, что дождей не было практически месяцами, такого никогда не было. Мы общаемся и со своими ветеранами, и с людьми, которые ранее тушили лесные пожары. Такого лета никогда не было. Поэтому Владимир Сергеевич может подтвердить. Да, это подтвердить, потому что он 40 лет работал. Да? Давайте я представлю все-таки для наших зрителей. Как вы поняли, в форме это лесник, да, это Джилустан Иванович Хон. Он руководитель ГБУ, Якутлесресурса. Рядом со мной это Владимир Сергеевич Леонов, руководитель ГБУ авиалеса и охрана. Но это наши парашютисты-десантники. Основная сила, да, и оперативная сила в тушении пожаров. Так, также я уже представил, это заместитель министра экологии Сергей Гаврилович Сивцев. Также у нас в студии в первом ряду это журналисты, которых уже представили. А во втором ряду это наши доблестные добровольцы. Им тоже всем большое спасибо за то, что пришли сегодня, и за их труд этим летом. Так, и на видеоконференц-связи у нас подключились главы наиболее пострадавших улусов Горного улуса Никита Викторович Андреев и Намского улуса Юрий Иннокентьевич Слепцов. И один из самых сведущих людей в лесной отрасли, Саргалана Поликарповна Амосова, заслуженный лесовод России и руководитель общественной организации Общество лесоводов Якутии. И со временем... Якуша Варита – это блогер. И ожидаем еще подключения ученых. Надеемся, подключатся. Марк Бабатунде был... он подключен. Марк Бабатунде – это тоже доброволец с Хангаласского улуса, нигериец по национальности, уже долгое время живущий в Якутии, который тоже тушил пожары. Насчет добровольцев, да, как мы поняли, это представители общественного добровольческого штаба. Один из инициаторов – это общественный деятель Александр Жураковский, и тоже представитель добровольцев Альберт Васильев, и молодые ребята Айлан Винокуров, да, сопредседатель добровольческого штаба по борьбе с лесными пожарами, и Дмитрий Куприянов, тоже один из сопредседателей. Да. Давайте, Саргалана Поликарповна, в продолжении темы, которую начали. А сегодня... Я хочу начать с того, что нынешнее лето, конечно, что уж там повторять, была чрезвычайно сложная пожарная обстановка. Какой опыт мы из этого извлекли и что случилось этим летом? Я как человек, который автор книги про историю лесного хозяйства, изучавший историю лесного хозяйства всей Якутии, хочу сказать, что с 1947 года мы не допускали перехода огня ущерба населенным пунктам. Именно Якутия всегда говорила, что такого лесоводы Якутии, все органы и местное население
которая всегда помогала, всегда во все года, самые гонимые года. Такого у нас не допускалось. И в этом году вот получилось вот такое у нас, скажем, трагедия. Трагедия для всех. Что к этому привело? Во-первых, мы должны сейчас все проанализировать ситуацию, которая сложилась в этом году. Стихия всегда были очень годимые года, но нынче, конечно, было хуже, чем те года, которые, вот, например, за годы моей работы, скажем так. Хотя старики говорят, что 73-й год тоже был очень сложный, там другие года были сложные, всякие были года, конечно. Чем это обусловлено? Мы должны одно понять и навсегда свыкнуться с мыслью, что из-за того, что у нас в Якутии растет 90% лиственницы, насаждения, которое постоянно дает отпад хвои, и у нас накапливается горючий материал, который готов вспыхнуть любое время именно при засушливой такой жаркой погоде с ветрами, как было в этом году. То есть все лиственничники Якутии, они пирогенного происхождения, и поэтому леса у нас в Якутии горели во все времена и будут гореть. И это все должны понимать. Хоть общественность, хоть население, и все мы, это и специалисты, тем более. Что для этого раньше делалось в советское время? Мы все об этом уже говорим, об этом уже говорит и глава республики. Впервые в этом году зазвучали эти слова, что к этому привело огромное сокращение численности работников лесного хозяйства, которое начало происходить постепенно с 1990 года. Раньше работало в системе лесхозов 2615 человек и авиабазе 1500 человек. Сейчас по всей системе работает только где-то 1100 человек. Силы, которые сейчас созданы лесоохраны и специалисты, они все рассчитаны на малую горимость. И если мы вспомним слова основателя лесного хозяйства Аникина Константина Георгиевича, он еще в 1947 году писал, что задача борьбы с лесными пожарами должна в Якутии из-за нашей повышенной горимости приобрести особо важное значение не только для лесных органов. Задача должна быть поднята на уровень общегосударственного и всенародного дела. И только тогда она будет решена, безусловно, положительно. И эти слова будут актуальны всегда для Якутии. То есть это должно быть таким для нас постоянным всенародным общегосударственным делом. Очень, конечно, обращение мы слышали главы республики, где он, конечно, обозначил, что именно мы должны сейчас обеспечить улучшить и техническое оснащение, и как можно больше у нас должно пойти рост профессиональных специалистов лесоохраны. Что получается? Вот сейчас у нас вопрос передачи звучит. Лесные пожары Якутии, что дальше? На сентябрь месяц я, например, как со стороны, как я вижу, как общественник, как ветеран, да, дальше очень плохо. Со всех трибун мы слышим, что нужны специалисты лесного хозяйства. Даже в решениях президента Российской Федерации уже есть пункт принять меры по совершенствованию системы подготовки кадров для лесного хозяйства, а также по обеспечению организаций, осуществляющих охрану лесов от пожаров, квалифицированными специалистами в достаточном количестве, включая предоставление им мер социальной поддержки, определить необходимые объемы и источники финансирования соответствующих мероприятий. Это поручение главы президента нашей Российской Федерации. Что происходит на деле? Сентябрь месяц. С чем мы сейчас, коллеги, которые не дадут мне соврать, с чем мы сейчас сталкиваемся? Уголовные, административные преследования лесничих и работников авиалесохраны по всей республике. Бесконечные судебные дела. И даже доходит до такого абсурда, что на лесничего Мирнинского лесничества Калинюк Татьяну Павловну, которая всю жизнь проработала в лесном хозяйстве, человек очень преданный, да, предъявляет штраф 25 миллионов рублей.
25 миллионов рублей. Административный штраф за один пожар, да, по закону от 25 до 40 тысяч рублей. Вот представьте себе работников лесного хозяйства, средняя заработная плата по отрасли 33 тысячи рублей. Ну, лесничий, может, больше получает руководитель, но до 50 тысяч, да. И он должен за каждый пожар заплатить по 40 тысяч рублей. Вы можете это себе представить? Кто будет у нас работать? Кто следующим летом будет у нас тушить лесные пожары? Вот этот вопрос я хочу всем задать. Сейчас дела возбуждены и на Мирный, и на Сунтар, и на Нюрбу. На Нюрбинское лесничество и работников авиалесохраны идет уголовное преследование. Не на тех, кто поджигает леса, а на тех, кто первыми в рядах пошел на борьбу с лесными пожарами. Вот теперь вот скажите мне, пожалуйста, кто после этого пойдет работать в нашу отрасль? К сожалению, вот мы сидим, мы уже люди-ветераны, мы уже пенсионеры, да. А за нами нету молодежи профессиональной, да. И кто будет у нас руководить тушением лесных пожаров, если на каждого руководителя тушения пожара заводятся дела? Какие он должен был принять своевременно меры, если у него всего было? Вот, например, вот я вам даже прочитаю. Ага. Вот Сунтарское лесничество, лесничий, на него предъявили. Сводным планом он должен был задействовать 10 человек в этом наследии. Угу. Он задействовал 20 человек, 2 трактора, 4 легковых автомобиля. Но на него предъявляют штраф 40 тысяч рублей из-за того, что он не задействовал одну воздуходувку. И вот хорошо, что и большому уважению судьи Сунтарскому, да, он написал, а обстоятельства того, что не задействована одна воздуходувка в сводном плане, не может свидетельствовать о факте бездействия со стороны Голикова. Ну, как бы отменил, но опять все равно идут дальнейшие жалобы до Верховного суда. Уже несколько дел в Верховном суде. Понимаете, да? Анна Поликарповна, Ага. Я вас не прерывал, хотя у нас тут регламент, да? Потому что вы очень интересно рассказываете. Давайте договоримся так, что вы еще будете возможности, у вас будет выступить. А сейчас все-таки передадим слово дадим журналистам. Я еще один вопрос хотела поднять. Ну ладно, не даете говорить. Ну, мы хотели бы с вами очень большую проблему, конечно, вот Сергелана Мусова подняла. Сегодня надо было, оказывается, пригласить представителей правоохранительных, контролирующих органов. Да, у нас контролирующие органы настолько усилились, что они уже мешают людям работать, получается. Да? То есть нам на будущее, журналистам, чтобы были не только ученые и те, кто непосредственно тушит, но и те, кто их контролирует, потому что вопросов получается очень много. Ну, я хотела свой вопрос задать. Заходите, садитесь. Хотела задать свой вопрос. Меня, как информационника, очень раздражало все лето бесконечное нытье в соцсетях. И ладно, с этим как бы трудно что-нибудь сделать. Люди, наверное, имеют право поныть, если действительно было очень много дыма, много смога и так далее. На здоровье сказывалось, да? И еще очень раздражали фейковые вбросы. Ну, вы понимаете, что правда всегда, фейк всегда будет эффектнее, чем правда, да? Он больше привлекает внимание. Да? Официальные исследования даже говорят, что в такой социальной сети, как Facebook, фейковая новость в 6 раз набирает больше лайков и комментариев, чем правда. Потому что она всегда будет выглядеть более... Ну и вот какие у нас были вбросы, да? Что у нас черные лесорубы, что у нас недропользователи заказывают, автопокрышки. Какие еще у нас были фейки? Ну, что это специально поджигается, что это кому-то выгодно, что это нужно, чтобы у авиалесохраны финансирование было, поэтому вы ходите леса поджигать, ну и так далее, да, например. Ну, мы, конечно, в информационном поле находимся, кое-кого из поджигателей задерживали, сейчас у них идут как раз суды. Ну, это, как правило, были не какие-то там черные лесорубы, а наши люди, которые там сельхозпал проводили или по неосторожности. Вот вопрос к Джелуштану Ивановичу Хону, да, вы в силу своей профессии, конечно, следите за всем этим. Сколько всего поджигателей поймали, вы еще поймали же, да, и сколько всего поджигателей, и каков портрет этого поджигателя? Ага.
Ну, спасибо за вопрос. В целом по республике ежегодно порядка где-то 5 уголовных дел на поджигателей заводится. И, Всего 5? да, всего 5. Помимо этого очень много административных дел. И вот по статистике я вот скажу, что вот по Усмайскому району было, потом по Нюрбинскому району было, что люди отвечали за свои деяния уголовными делами, большими штрафами. Но, конечно же, это запрет сельскохозяйственных палов, да, в 2016 году. Ну, вы помните, 2015 год, когда у нас горело и Забайкалье, и Бурятия, там деревни сгорели, и на восстановление этих населенных пунктов там, потратили порядка 4,5 миллиардов рублей. И по итогам вот всего этого сельскохозяйственные палы по всей Российской Федерации запретили. Когда как у нас был свой закон по сельскохозяйственным палам, мы его проводили всегда, населенных пунктов. На сегодняшний день это все проводится нелегально. И, соответственно, люди наши, которые проводят эти сельхозпалы, они как бы становятся преступниками. Да, незаконно. Это весной, это осенью проводится всегда. И, конечно же, надзорные органы их ловят. И вот, но что надо сказать, да? Мы все видим, что все-таки климат меняется, и лето наступает очень рано. У нас уже май уже мы видим уже сухие грозы. Мы видим сейчас на сегодняшний день, недавно были тоже сухие грозы в сентябре. Да, такого раньше, сентябрь теплый, да, такой? Такого раньше не было. Поэтому, но население, конечно же, первые вот майские дни все равно вот это все проводит, не следит за собой, и вот случаются вот такие вот. И очень большие площади выгорают у нас, начиная от мая до середины. Вы про человеческий фактор говорите. Слушаем вот эти очень большие пожары, которые начались именно вот с таких вот деяний людей. Вот. Поэтому надо сказать, что профилактика проводится, да, ежегодно проводится профилактика, и мы в том числе эту работу проводим, то есть вешаем плакаты, работаем с населением, ежегодно готовим листовки для того, чтобы вот, кто выходит на лесные массивы через наши инспекции и так далее, что как они себя должны вести, правила. В основном пожары... Можно я добавлю про черных лесорубов? Без умысла и... Давайте, Светлана Поликарповна. Ну, я вот хочу сказать, во-первых, вот вопрос, вы обращаетесь к лесникам, да, а обязанность по дознанию, по выявлению виновных лежит за МЧС, органам государственного пожарного надзора. Это тоже надо все точки расставлять, скажем, по полочкам. Так, что касается насчет фейков о черных лесорубах, да. Вот я занималась лесопользованием, сейчас лесоучетными работами. Я сколько лет была главным лесничим республики, да. У нас лесной промышленности последние годы как таковой вообще нету. Можно сказать... У нас вообще делового леса там нет, мало, наверное. Лес, почему? Деловой лес есть у нас Ленский, Алёхми, Усмай, частично Алдане, да. У нас расчетная лесосека, есть такое понятие, расчетная лесосека, допустимый объем изъятия спелой и перестойной древесины, она составляет 33 миллиона кубометров в год. А у нас вся республика вместе с местным населением по договорам куплета для собственных нужд, да, готовит где-то только 1 миллион кубометров леса. То есть расчетная лесосека ежегодно не используется. А использовать в советское время заготавливали где-то 5 миллионов кубометров в год. Это предприятия лесной промышленности, когда были леспромхозы. Сейчас у нас какие есть лесопромышленные крупные предприятия? Практически их нету. Был Алмаз, он немножко там готовит, Витимская лесная компания и все. Ага, но нынче там пожаров не было, вы сами знаете, да. Во-первых,
сравните, почему у нас нет черных лесорубов, и их никогда не было. Наш лес 5-го бонитета, низкорослый, с нашего леса тяжело взять даже 6-метровый брус. Тогда как с иркутского леса можно взять 3 ассортимента по 6 метров. Это у нас сучки, которые идут с самого снизу дерева, да. Это у нас, скажем, наши деревья низкие и так далее, и так далее. То есть, а затрат очень много надо влаживать. Это и лесные дороги, это и вывозка, и транспортировка древесины, да. Сейчас, наоборот, правительство все время старается как бы привлечь лесную промышленность, да, а они у нас не то, что там просто так, они не приходят к нам. Все ясно с черными лесорубами. Тогда я продолжу. Но если задаваться вопросом, что дальше, то, наверное, нельзя обойти тему финансирования и тему распределения полномочий. Если честно, то в этом году, как-то вникая в эту тему, даже мы, журналисты, нам понадобилось какое-то время, чтобы разобраться, где федеральные полномочия, где ответственность субъектов, а где уже наступают там полномочия местных глав муниципалитетов. Конечно, нас всех возмутили эти цифры, копейки на природоохранные мероприятия. С большим возмущением мы узнали, что основная часть финансирования поступает уже по окончанию лесного сезона, да, пожароопасного сезона. Все-таки что будет дальше, как изменится система финансирования и кто за что конкретно будет отвечать? И главам хотела бы узнать, насколько они готовы вообще принять на себя какую-либо ответственность, старую, новую, насколько решаются, сделаны выводы и что будет в следующем году, к чему их готовят. В части готовности на следующий год надо добавить, что дополнительно выделяется порядка 25 миллиардов рублей, да, по Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин об этом уже высказался, и меняется методика распределения субвенций. Мы и ранее говорили, что она несправедлива к территориям Дальнего Востока, к Сибири, да, что лесистые территории, они остаются вообще минимум на 1 гектар лесного фонда в сравнении с другими регионами центральной части России. И вот этот наступает сейчас переломный момент, и в нашу сторону, надо сказать, немножко так посмотрели вроде с положительной стороны, и несколько совещаний было на уровне министра Козлова Александра Александровича по этому поводу. Он нашу позицию очень хорошо понимает, работал сам в Дальнем Востоке и перед Минфином Российской Федерации нашу позицию сейчас защищает. То есть распределение субвенций, исходя из средних и расходов субвенций на 1 гектар, вот такая наша позиция, чтобы четко было, да. Примерно 1,5 миллиарда именно на республику Сахалин. Дополнительно. Или все равно не хватит? По расчетам, да, должно хватить. Чтобы такой большой горимости не было, должно хватить. Мы же должны заранее подготовиться. Для того, чтобы подготовиться, у нас должны быть все равно средства. Да? Конечно. Это технику мы должны закупить, это мы оборудование должны закупить, подготовить людей своих. Да? А если у нас и людей нету, и техники нету, да, при малой горимости даже, да, что мы сделаем? Благо нам эти добровольцы в этом году помогли. В первых пожарах АИЛ нам помог, и уже развитие этой, как скажем, направления очень сильно в этом году развилось. И если сравнить, да, если сравнить с прошлыми годами, у нас где-то порядка 5000 человек именно местного населения работало, 3000, 2500. А в этом году больше 10 тысяч, порядка уже 12 тысяч человек. Никогда такого не было, что местное население, с города Якутска мы очень много командировали людей, Горный район, Намский район, и прямо потоками это шло.
ну, как бы систематизировалось потом уже вот как-то вот, ну, как бы более... Позвольте в продолжении этой темы, да, как уже отметили, что, может быть, впервые после Великой Отечественной такое добровольческое движение в этом году Якутию захлестнуло. Но у меня вопрос все-таки, насколько это было эффективным и насколько было оправдано рисковать людьми? Ведь многие же молодые даже не понимали, что такое лесной пожар. Да? Мы знаем, что и специалисты гибнут в огне. Насколько, это было эффективно, и, что делать дальше с этим добровольческим движением? Есть идеи его сохранить? Каким образом нужно готовить? Здесь бы мне хотелось услышать и специалистов, и, собственно, ребят, которые принимали участие в пожарах, в тушении пожаров, как они себя видели там и что они считают нужно изменить в этой практике. Давайте я начну тоже, наверное. Да? Джилстан Иванович, начинайте. Да, я начну, наверное, потому что все добровольцы проходят через нас, через муниципальное образование. И, ну, как бы по практике мы их используем в основном на окарауливание лесных пожаров. То есть наших сил вот не хватает. Мы делаем опашку лесного пожара техникой, делаем обратный отжиг этих лесных пожаров. Да? Кромка очень большая, там порядка 15, 20, 30 километров надо карауливать. Соответственно, нам помогают здесь уже ребята-добровольцы. Мы их уже вот расставляем по участкам, чтобы они смотрели за определенным участком, чтобы пожар дальше не перекинулся. Тут более-менее как бы безопасность мы обеспечиваем в части того, что участки не такие как бы вот верховые и так далее, и так далее. Это как бы в большей степени вот мы там использовали. Но это была необходимость. Здесь про эффективность как бы эффективность, конечно же, есть в части того, что мы держали эту кромку, да, люди были, если что, подключались уже другие силы, там, если перекиты были. Представляете, да, вот у нас пожары, если ранее были там 20 тысяч гектаров или 30 тысяч гектаров, там, это уже был караул, в этом году там по 200-300 тысяч гектаров, один пожар. И один пожар уже на территории не одного района, а уже вот Горного района, Намского района, да, Кобяйского района, только один пожар. Поэтому тут ситуация была очень сложная, критическая, можно сказать. Техники катастрофически не хватало. Мы в округе, можно сказать, ближайших районов всю технику подтянули на лесные пожары. Грубо говоря, не давали работать и дорожникам, и сельскохозяйственным предприятиям. Вся техника работала на лесных пожарах. Вот. Дальше вот коллеги, может, добавить. Владимир Сергеевич, может быть. Без добровольцев бы справились? Абсолютно не бы справились, потому что... Они очень необходимы были. В данном случае в этом году очень помогли, конечно же. Владимир Сергеевич, а у вас какое мнение? Мое мнение, каждый должен заниматься своим делом. Есть специалисты, которые тушат пожары, есть врачи, есть там учителя. Каждый должен заниматься своим делом. Если сейчас вот в этом году была такая необходимость, да, она, наверное, была. Но ставить на поток это ни к чему. Здесь нужно приходить к тому, что численность должна быть увеличена, специалисты должны быть. Иначе вот такие пожары будут каждый год. Проблема-то в чем заключается? 30, 40, 60 пожаров, 80 пожаров. От силы наших подразделений хватает потушить, даже не потушить, а обслужить 20-30 пожаров. То есть еще остается половина пожаров, которые действуют. Местное население тоже не обслужишь. Они могут пострадать. Да, вы говорили 200 всего же, да, у вас десантников сейчас? Да, на сегодняшний момент у нас численность 221 человек, это прошли десантных служб. 24 дочки наблюдателей. Это вы сравните с той численностью, что сказала Сергей Пеликатов. Что было? 1200 было парашютистов раньше, сейчас 221. Да, но Сергеевич, насколько мы поняли вот из тех материалов, из нашего общения по теме лесных пожаров, да, сейчас же леса, Росфонд, да, делится как на охраняемые, да? Нет, здесь... И на те, которые вот, уже есть риск населенных пунктов. Некоторые пожары вообще же не нуждаются в тушении, нет? Ну, если тушить пожары, тушить надо все пожары, да? Либо не тушить там, где нет объектов экономики и населенных пунктов. А что у нас произошло?
допустим, когда пошли вот эти красивые слова, как оптимизация в 90-х годах, и у нас же вся Арктика была подразделение, Жиган, Среднеколым, Зарянка, Батагай, везде были подразделения. А к чему пришли? Что 2 года назад загорелся Батагай, да, Верхоянский район. Он все лето горел. Практически все лето горело. В этом году мы создали подразделение, они там потушили несколько пожаров, такого не было. Но я считаю, это не заслуга их, то, что этого не было. Это стихия, понимаете? Здесь надо тоже понимать. В прошлом году все было наоборот. Если в прошлом году основная грозовая активность шла по территории зон контроля, так называемые неохраняемые, где законодательство разрешает их не тушить, контролировать, смотреть, если там есть угроза объектам экономики, можно тушить, то в этом году все произошло наоборот. Весь вот этот шквал грозовой активности пришелся на охраняемую территорию, где у нас большая плотность населения, ну, относительно большая по сравнению с другими субъектами. Она у нас маленькая, да? Но, тем не менее, здесь больше населенных пунктов, больше людей, больше объектов экономики, те же линии электропередач, там какие-то подсобные хозяйства, конифермы и прочее. И вся вот эта масса лесных пожаров, она пришлась на охраняемую территорию. Чтобы вы понимали, вот у нас подразделение, скажем, 6 парашютистов пожарных, ну, возьмем какое-нибудь отделение, ну, АМГУ, например, Амгинское подразделение, или там Татинское. 6 парашютистов, 6 десантников. Вот самолет взлетает, 6 человек высадили. А требуется на этот пожар, может быть, 12, 15. Значит, мы вынуждены с Татна направить самолет, с Усмани направить самолет. То есть, по большому счету, сил не хватает обслужить даже один пожар силами авиационной службы. Что касается добровольцев, добровольцы не пойдут за 200 километров. Они не пойдут. А если мы за 200 километров пожар не потушили, то через месяц этот пожар придет сам к населенному пункту. Что и происходило в этом году, понимаете? То есть вблизи населенных пунктов основная задача стояла работать вблизи населенных пунктов, снимать угрозы. Дальние пожары мы просто физически не успевали тушить. И это было... Да, и потом пришло время, когда они все начали подходить. В один прекрасный момент эта масса стала подходить к населенным пунктам. Вот проблема в чем заключается. Добровольцами не закроешь эти дыры. И прыгать в лес они тоже не будут. И оставлять их там без средств там, обеспечения связи, там, тушения и без специалистов тоже нельзя, потому что могут быть проблемы еще хуже, чем, скажем, вблизи, если вблизи населенного пункта они как бы под контролем находятся, там есть специалисты, проще самих себя, и мы не можем оставить. Задача стоит в том, что если не будет должного внимания уделено охране лесов от пожара, не формальная охрана, а нормальная охрана, то ничего у нас не получится. И силами субъекта, мне кажется, мы не справимся, потому что у нас на сегодня 250 миллионов, больше 250 миллионов – это государственный лесной фонд. И понимаете, что когда произошла вот эта оптимизация, все лукавили, вот здесь охраняемо, сначала были там космонавты первого, второго уровня, что-то охраняется, что-то не охраняется, вот мы оставили кусок охраняемой территории. Мы на сегодня снизились к уровню довоенных лет, охраняем. Если в войну, ну, военные годы же создавался авиационная охрана, это 44-й год, мы ведем историю оттуда, авиационной охраны, и потом она начала по нарастающей идти, мы охраняли больше 100 миллионов, а сейчас у нас охраняемо стало где-то порядка 30 миллионов. В прошлом году она была еще меньше, на 10 миллионов. В этом году нам увеличили на 10 миллионов охраняемую территорию. Ни численности мы, по большому счету, не получили, средств тоже не получили. И что мы имеем? Те пожары, которые оказались в охраняемой территории, возьмите сейчас горный район, там масса пожаров, которые разрастались, это была прошлогодняя зона контроля. Сунтары, вообще целиком район был в зоне контроля. Мы имеем на сегодня там 100 пожаров, 102 или 103 пожара в государственном районе. То есть мы плюсом получили 100 пожаров. В прошлом году мы имели право их не тушить вообще. В этом году мы обязаны были тушить. Вот и представьте себе объемы, какие свалились в целом на республику с этой численностью. Не по сценарию, да? Вот я хотела такой вопрос задать. Да, может быть, где-то субъективное мнение сложилось, но мы... Ну, я передам потом им это самое.
Субъективное мнение такое сложилось, да, ну ладно, вот была, как вы сказали, красивое слово оптимизации, мы как самый нехарактерный регион России, как самый большой, как самый лесистый, больше всего мы пострадали, да. И сейчас у нас каждый вечер эта вышка горит разными цветами, мы благодарим все время парашютистов, десантников, авиалесоохраны из разных регионов, которые к нам приехали. Но сложилось такое впечатление, что они-то приехали чуть попозже, а в самый трудный момент мы как будто одни были, мы это республика, да, в самое сложное время. И мы же видели, что по зарубежным телеканалам показывают огромный такой пожар, и там люди стоят просто с лопатами, голыми руками вообще. Как бы, или я ошибаюсь? Ну, понимаете, привлечение дополнительных сил и средств с других регионов, есть критерии определенные. Просто так позвать нельзя, что, ребята, придите, помогите. Должны быть критерии. Критерии – это объявление чрезвычайной ситуации. Тогда наступает критерий. Вот если мы сейчас вернемся в советское время, когда вот я пришел на работу, это был 86 год, у нас была авиалесоохрана федеральная. Потом в 2006-2007 году вот этот новый лесной кодекс, все это переломали и полномочия передали субъекту. Понимаете, тогда было достаточно одного телефонного звонка. Позвонить и сказать, у нас проблема. И здесь мониторилось. Скажем, загорелась Якутия, ну или даже не загорелась, уже видим, что класс пожарной опасности растет, значит, в течение, там, скажем, 2 недель там, или 1 недели здесь будут проблемы назревать. То есть перебрасывать подразделения, скажем, с Магадана, с Приморья, были свои М-26, своя авиация. То есть буквально тебе позвонили, 50, там, 100 человек могли перебросить, заранее могли перебросить, не ждать, пока там проблемы начнутся. Если у них начинается... Проведение закупок и так далее. Да, никаких закупок не было. Если, скажем, в этот момент начались проблемы в Приморье, то к ним люди приезжали, скажем, с какой-нибудь Псковской области. Да, в центральной части тоже были подразделения. Или там в Западной Сибири. То есть что такое внутри базового маневрирования, центральная база, межрегионная. Такой проблемы не было. А сейчас вот, чтобы пригласить подразделение с другого субъекта, наш глава пишет письмо губернатору того субъекта с просьбой оказать помощь. То есть нам нужно там 50 человек. Они еще думают, давать или не давать, потому что завтра у них могут быть проблемы. День подумали, 2 подумали, решили. Потом нужно их еще привести. Подразделения у всех не такие огромные, как кому-то кажется. Вот у нас работало 800 человек. И я могу сказать больше, что мы бы и рады больше были пригласить, а их просто не было. На территории России их просто не было. Они все остальные были задействованы. То есть вы давно работаете в отрасли и хотите сказать, что раньше меньше было формализма, да, а сейчас с этими закупками существует... Но сейчас... Мало того, что мы за счет тех копеек, которые мы получаем, мы им оплачиваем за те услуги, которые они у нас оказывают, понимаете, да? Вот такого не было в то время. Да. То есть они прилетали, а мы с ними никаких взаиморасчетов не производили. Они прилетели, улетели. Да, единая система, они прилетели, отработали там, ну, табель какой-то учета рабочего времени, подписали, что они сегодня работали, они улетели. Что там, как там, нас это не касалось. Ну, это вот мы все помним на своей памяти. Вот я лесничим начинала работать, тоже вот как Владимир Сергеевич, да. Во-первых, еще у нас в лесхозы тогда были, работало 2615 человек. Сейчас в лесхозах работает, Сергей Гаврилович, 500 с чем-то, да, 540 или еще сколько-то. В каждой деревне был лесник, обязательный человек-лесник. Сейчас такой должности по всей России нет должности лесник. Лесник всегда знал свою территорию. И когда пожар какой-нибудь вблизи случался, он мог, опять же, собрать людей, выйти, и лесничество тогда участковые, сейчас называются участковые лесничества, они были мощные. Вот я, например, приехала работать, Ботомское лесничество, где вот парк Клинский столб был. У меня подчинение было 17 человек. Сейчас в этом Ботомском лесничестве, наверное, 1 человек работает. Вот и вся разница. Любой маленький пожар, мы тут же сели на свою машину, плуг с собой, поехали, где-то 1-2 гектар потушили. Вы понимаете, да, тушить надо на малой площади, на маленькой площади, своевременно. Если его на маленькой площади, вот сегодня не потушишь на 2 гектарах, на 1 гектаре, там, завтра он уже будет 10 гектаров, 200, там, 1000, 20 тысяч, как вот говорят.
Он разрастется еще при такой погоде и ветра. Один ветер, и все, ветер разнесет. Наверное, вот добровольцы сидят, видели, да, с какой скоростью огонь двигается. Светлана Поликарповна, спасибо. Давайте я предлагаю сейчас добровольцев выступать. Это Александр Жураковский. Нет, я хотел бы пару слов сказать по той теме, которую вот сейчас поднимают. Очень мягко вы говорите. На тушение пожаров в Якутии выделяется 6 рублей, а в Подмосковье 199 рублей. Это при том на гектар. Это при том, что в Подмосковье везде дороги есть, а у нас, извините, транспортная доступность очень плохая. И проблема на самом деле в том, что в 2006 году был принят лесной кодекс, согласно которому лес стал объектом экономической деятельности. Но я думаю, что пора концепцию нашу поменять и как бы в законе написать, что лес Российской Федерации – это зона жизнедеятельности человека. То есть сперва нужно не экономические какие-то эти параметры высчитывать, а то, что, как это влияет на людей. Поэтому я думаю, что мы должны смотреть в основу, это нужно менять российское законодательство, потому что тот дебилизм, что соседние регионы должны друг у друга парашютистов спрашивать, я думаю, пора это прекращать, и президент Российской Федерации это четко сказал. Так что та ситуация, которая сейчас образовалась, она совершенно недопустима, ее надо останавливать. Никита Викторович, Андреев есть, глава Горного района. У вас была самая сложная ситуация на сегодня, да, что до такой степени, что у вас был создан свой отдельный оперативный штаб. Сегодня у вас как идет ситуация? Об этом можете вкратце, пожалуйста. И какие выводы вы для себя сделали? Добрый вечер, уважаемые коллеги. Как вы правильно отметили, у нас была одна из самых сложных ситуаций по республике. Общая площадь, пройденная огнем, составила порядка 1/4 нашей территории. Очень крупные пожары. Вот тот пожар, о котором упомянул Дилустан Иванович, который перешел на территорию Кобяйского, Намского района, это один пожар, он как угрожал, получается, 3 нашим населенным пунктам и перешел на территорию села Бескёль. Вопросов это мы прекрасно знаем. Извините, что немножко перебиваю. Вот скажите, пожалуйста, почему вот так случилось, что у вас создан был отдельный оперативный штаб? Вот такое впечатление, что вы лично не справились. Или как? Я вот лично выезжала в ваш район раза 2 или 3 мы с коллегами. Вот скажите, повторяю тот вопрос свой. Ну, сложность заключалась в том, что очень большая территория и очень большая кромка пожара, сложные условия, и необходимо было усиление не только вот решениями КЧС района, чтобы взаимодействие было отлажено именно со всеми республиканскими и федеральными структурами. Именно поэтому вот было принято такое решение. Но в части того, что справился, не справился, я считаю, что работа до создания республиканского штаба, она не была хуже, которую мы организовывали на месте. Стала хуже. Не была хуже. Нет, я говорю, до штаба была лучше, а потом стало хуже. Я, например, очень против. Это очень негативная практика. Чем больше командиров, тем больше беспорядка. Это уже всем известно. Никита Викторович, можно еще такой вопрос? Скажите, вот жители села Бескёль, да, почему они в последний момент вышли из дома буквально, вот сами спаслись, не было у них на руках даже паспортов, документов. Почему это случилось
Неужели нельзя было их как-то предупредить заранее? Об этом люди тоже задавались такими вопросами в нашу предыдущую поездку в район. Или это все так внезапно пришло? Это вот как происходило? Может, это мы ошибаемся, журналисты? Почему так случилось? У русских есть поговорка: знал бы, где упасть, соломинку бы подложил. Задним умом-то все умные, получается. На тот момент, когда на 6 число сам очаг возгорания, он был значительно далеко от населенного пункта. Первый язык пламени, который подошел 6 числа, его смогли отбить, и он прошелся по южной стороне населенного пункта. И ситуация более-менее, можно сказать, была нормализована, потому что сил и средств, на наш взгляд, было достаточно. Вот. Тем не менее, порывистый сильный ветер, он сделал свое дело. И здесь я хотел бы отметить самоотверженную, мужественную работу всех лесопожарных формирований, которые работали на тот момент в селе Бескёль. И, конечно же, мобилизованных граждан, жителей села Бескёль. Это нельзя передать просто словами, то, что это можно было, это нельзя. Но все меры, которые необходимы, мы приняли, и, слава Богу, обошлось без жертв. Это, я считаю, самое такое основное, можно сказать, достижение. А то, что документы там, это все восстанавливается. Спасибо. Извини, пожалуйста, Сергей, можно ответить на вопрос нашего коллеги, да? Давайте представим. Это наши родители добровольческого движения у нас в Якутии. Аил Джулурхан, общественный деятель вместе с Гульнарой Алексеевой. У нас в студии. Спасибо. Я бы хотел ответить на вопрос Сергея. Он правильно задает вопрос о том, чтобы насколько было эффективно и безопасно ли было привлекать добровольцев. Как сказал, Владимир Сергеевич, о том, что профессионалы должны заниматься тушением пожаров, так же, как и медики должны заниматься спасением людей. Именно руководствуясь этой истиной, я обратился в Якутсельресурс. Мы встретились с Джилсаном Ивановичем, где в беседе он сказал, что действительно, я сразу сказал, что мы неквалифицированные, у нас нет навыков тушения пожаров, мы вообще никогда не тушили лесные пожары. Можем ли мы помочь, понимая то, что чем раньше мы потушим пожар в меньших масштабах, тем с меньшими последствиями придется дальше бороться. И чем раньше мы приступим к этому, тем нужна ли им такая неквалифицированная помощь добровольцев. На что он сказал: да, действительно, вы нам можете очень помочь, мы вас проинструктируем, обеспечим всем необходимым. И я говорю: какое количество нужно? Он говорит: человек 100-150. И тогда я понял всю серьезность ситуации, поэтому обратился. И в ходе нашей работы мы полностью работали под руководством профессионалов, это сотрудников Якутсельресурс, лесхозов, авиалесоохраны. У нас самое главное правило для всех выезжающих было это: кто у вас самый главный? Для нас, руководитель тушения пожаров, РТП, для нас он царь и бог, и каждое его слово – это закон. Он нам спасет и жизнь, он поможет нам эффективно бороться с этим. Поэтому я хочу подметить профессионализм сотрудников, профессионалов, огнеборцев наших, да, сидящие здесь руководители. Большое им спасибо за то, что ваши сотрудники на высоком уровне смогли нас подготовить. Более того, инструктор ГАО Якутсельресурс приходил к нам ежедневно, каждую группу инструктировал в течение часа. У нас выезжали ребята все подготовленные. Когда мы экипировали наших выезжающих, этот список у нас согласовывался тоже со специалистами, с профессионалами. Мы их оснащали РЛО, рациями, спутниковыми телефонами, лопатами, всем, что может пригодиться в таких экстремальных ситуациях. И, естественно, мы готовили их
там, к верховому огню, к сильной задымленности, к оказанию первой помощи. Специальный, значит, образовательный центр «Спасатель» нам в этом очень сильно помог. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что риска для наших добровольцев не было. Мы его пытались все-таки свести к минимуму, да, и при этом факты показывают, что, слава богу, и никто у нас не пострадал, и та эффективность, с которой все-таки, ну, мы же разговариваем с работниками сельхоза, и даже здесь Жустан Иванович подчеркнул, что помощь добровольцев была очень своевременной, очень нужной, и на самом деле под конец мы стали немножко чуть-чуть профессиональнее, чем в самом начале. Спасибо. Поэтому я думаю, что здесь та формула сработала, когда народ, когда добровольцы, обычные граждане в правильном сотрудничестве с органами власти, с профессионалами смогли консолидироваться и остановить, скажем так, большую проблему в самом его зародыше. Ну, практически. Могло быть еще хуже. Спасибо всем добровольцам за игру. Спасибо вам за добрые слова профессионалам, которые сказали. Спасибо вам. Но их будет сейчас гораздо меньше станет, потому что уже многие, я вот председатель нашего общества лесоводов, куда входят все работники лесничеств, авиабазы, ИГАУ, Якутлесресурс. Многие ребята собираются сейчас положить на стол заявление об уходе. В Красноярском крае и Якутии или что это? Как? Нет, это лесопожарный центр, арктический лесопожарный центр. Такая была идея. Идея шла от Красноярского края, от губернатора УЗ, да, который это все озвучил. Но, казалось бы, если это арктический центр, он должен создаваться, наверное, в Арктике, да? Но он создается в городе Красноярске. И насколько он будет для нас эффективен, я в этом не могу комментировать. Но я понимаю, что для того, чтобы добраться с Красноярска до Якутска, требуются определенные затраты. И эти затраты будет нести субъект за счет тех средств, которые будут выделяться. Хорошо, а еще вопрос. Да, нам никакую технику не оставляют, вот такие B200, там, которые вот знаменитые, там, то, что пожаротушением занимаются. Да. Нет, конечно. Это авиация МЧС, у нас такой авиации нет. И... Возвращаясь к нашим главам, Улусов, Юрий Иннокентьевич, что касается подготовки к следующим пожарам, вот вам, как главе Улуса, что вот нужно в первую очередь? Может быть, разрешить сельхозпалы или увеличить ширину минерализированных полос? Какое-то финансирование для поселений, чтобы увеличили? Вот об этом расскажите, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Подготовка следующего года, пожароопасного сезона следующего года, по-любому, вот сегодня сказано, надо увеличить число профессионалов. Мы сегодня вот говорим про добровольцев, но все забываем про мобилизованных. Мобилизованные те же добровольцы. Каждое поселение составляет план тушения пожаров, потом все это сводится на уровень района, предоставляется на уровень республики. И в этих сводных планах указывается количество людей, которые будут принимать участие в тушении пожаров. Это все гражданские люди, не профессионалы, и мы их называем мобилизованными, но они являются теми же добровольцами. И поэтому для подготовки пожароопасного сезона будущего года крайне необходимо увеличить число профессионалов, работников лесхоза, Якутлесресурс и авиалесохраны. Я думаю, так. И надо обеспечить наше поселение болотоходами или тяжелой техникой, бульдозерами и так далее. Как вот все предыдущие сказали, в этом году критически не доставало тяжелой техники. Тяжелая техника вам нужна в каком количестве, например? Ну, в нашем районе 6 населенных пунктов находятся в пожароопасной зоне. И, ну, во-первых, чтобы подготовить минерализованные полосы, сейчас по действующему законодательству ширина
минерализованная полоса должна быть 10 метров. Как показала практика, огонь 10 метров, 10 метров даже не останавливается, переходит только так. И поэтому мы разработали минерализованные полосы шириной 50 и более метров, но я думаю, этого тоже мало. Надо вот к каждому населенному пункту подходить индивидуально, рассчитывая ширину минерализованных полос и предоставить бюджет финансирования на эти работы. Юрий Евгеньевич, позвольте вас перебить. Мы сегодня не раз слышали о том, что нужны специалисты, без специалистов мы ничего не решим. Тут же говорят, что и действующие специалисты уходят. То есть к следующему пожароопасному сезону мы подойдем с теми же самыми проблемами, я так понимаю. За зиму мы сможем ли найти должное количество сначала желающих людей, а потом сделать их профессионалами? Это, наверное, в принципе невозможно. Ну и при том, что действительно действующие даже профессионалы собираются уходить. То есть что дальше? Вопрос риторический. В принципе, можно организовать. Надо только всем этим заняться организованно, целенаправленно. Ничего невозможного, в принципе, нет. Можно организовать. Надо выбить достаточно финансирования с федерального уровня и так далее. Вот Михаил Михайлович Чарусов подсоединился. Но он подсоединяется. А вот Марк Бабатон... Я хотел бы добавить немножко. Вот, Юрий Иннокентьевич, чего не хватает районам? Не хватает защищенности от надзорных органов, можно сказать. Потому что, по идее, это же не наши полномочия, а мы обязаны вот этих людей находить и направлять на пожар. А никто этим не хочет заниматься, потому что эта работа своевременно, во-первых, не оплачивается, а во-вторых, ставка очень маленькая. Если бы была информация, что вот одна группа из соседнего какого-то региона проработала 1 месяц, там 20 или 30 человек, и за месяц они предъявили 600 тысяч рублей. Вот это, я считаю, вот нормальная работа. Если вот адекватная заработная плата была бы представлена, анонсирована хотя бы, тогда бы у нас этих проблем не было. А в части добровольцев я вот хотел бы поддержать Юрия Иннокентьевича. Добровольцы в этом году, они были, и спасибо им за то, что они были. Но это были вот городские, условно говоря. Из города Якутска в основном приехали наконец-то и поддержали вот это движение. А до этого местные сельские ребята, они каждый год этим не занимаются. Поэтому здесь вопрос он такой. Если мы хотим в следующем году быть готовым, надо в текущем году, буквально в текущем месяце, всю заработную плату оплатить, довести до каждого человека, который участвовал в тушении пожара. Тогда в следующем году мы будем готовы. И техникой снабдить. И у меня вот еще одно предложение, изучить возможность увеличения периода пожароопасного периода. Начиная с середины мая, кончая середины сентября. Первые пожары на Намском УСе в этом году произошли до введения пожароопасного периода. Поэтому я думаю, сейчас вот с изменением климата этот вопрос надо изучить. Также мое мнение, надо тушить все пожары, не разделяя их на зону контроля и так далее. Только в этом случае у нас таких больших пожаров не будет. И разработать механизм, чтобы тушение пожаров было единоначалие. Всеми, кто тушит пожар, добровольцами, МЧСниками, военными и так далее, должен руководить один человек в любом случае. Только тогда будет эффективное тушение пожара.
эффективная работа. Не распределять на авиазону, на наземную зону, вот тогда вот это будет нормально. А потом, получается, возникает пожар, уточняем, это чья зона. И потом начинаем звонить или Хону, или Леонову. Кто будет тушить? Вот этого не должно быть, по идее. Вот в этой части я Юрия Иннокентьевича поддерживаю. И в части изменения в лесном кодексе. Очень сложно делать минерализованную полосу. Почему нельзя в целях безопасности и предотвращения чрезвычайной ситуации делать это безвозмездно? А сейчас мы должны платить деньги лесному хозяйству для того, чтобы, как говорится, вот эти деревья рубить для обеспечения безопасности населенных пунктов. И получается, муниципалитет вообще исключен из лесного кодекса. Не может быть стороной, которая входит в так называемый оборот леса. Может только покупать у третьих лиц, которые могут войти в отношения вот по лесным делам, получается. Это было такое понятие раньше для муниципальных нужд. Такого сейчас понятия нету. То есть муниципалитет, он исключен из лесного кодекса. Это вот непонятно мне. А когда нужно тушить пожары, вот главы, будьте добры, обеспечивайте тушение. Это немножко неправильный подход, я считаю. Маленькое уточнение. В вашем районе, в Горном, да, очень активно работали и помогали населению, в том числе даже оказывая психологическую помощь и любую помощь, которая физическая им нужна. Там где-то вот они ставили столбы для заборов, да. Вчера об этом и речь была, и глава Якутии поблагодарил молодежку ОНФ, волонтеров, добровольцев, почти из 20, если быть точнее, из 19 регионов России, да. Плюс у вас добровольцы из Якутска работали и других районов, свое мобилизованное население, да. И вот хотелось бы вот этот напомнить и вопрос задать вот в денежном выражении, вот по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи получали, да, вот пострадавшие погорельцы, именно те, у кого дома полностью сгорели, правильно? 100%. Вот, а помимо этого еще была, да, материальная помощь. Об этом хотели уточнить. И какая помощь будет оказана тем людям, вот вчера вопросы задавали, с просьбами обращались к главе Якутии Александру Юрьевичу Николаеву, он обещал, конечно же, помочь, вот пожилые вот женщины, да, вы видели, пенсионерки, жительницы села Бескёль, помочь вот с теми видами работ, которые вот дома у них не сгорели, но вот да, потом постройки, да. Об этом можете, пожалуйста, подробнее? Глава республики в тот же день, когда произошел пожар в населенном пункте, взял ситуацию под контроль, под личный контроль, и была создана комиссия по восстановлению села Бескёль. Сегодня как раз месяц после того происшествия, скажем так, и за месяц сделано очень много. От республики все граждане, которые потеряли жилье, они получили вот 30 тысяч на каждого члена семьи. Вот. И помимо этого мы ожидаем, подали документы на федеральные выплаты. Помимо этого идет поддержка со стороны Министерства труда в части выплат малоимущим гражданам, отдельным категориям гражданам. Идет большая поддержка от Министерства сельского хозяйства в части компенсации за потерянное имущество, за животных, которые они потеряли. По ним уже компенсация получена и идет полным ходом восстановление вот этих сельхозобъектов. Вчера компания «Якутский скот»
казенная организация завершила строительство совместно с семьей Федоровых по коровнику. И такая работа проводится по всем другим жителям. Министерство сельского хозяйства определило ответственные организации, подведомственные организации. Вот. От граждан, от организаций поступают средства на наш расчетный счет, в наш фонд поддержки. Поступило более 4 миллионов рублей. Мы направили эти средства также гражданам, которые потеряли жилье, по 25 тысяч на каждого члена семьи. Помимо этого идет адресная помощь. И, конечно же, было принято решение о строительстве жилья. В настоящее время идет строительство 34 домов. Многим СМИ прошла информация о том, что нулевой цикл практически по всем домам завершен. Имеется 18 домокомплектов, и несколько домов, они уже практически собираются на месте. И идут, практически завершены работы по линиям газоснабжения, электроснабжения. Дополнительно идут работы аварийно-восстановительные по... Виктор Ильич, спасибо. Мы поняли, что всесторонняя помощь. Давайте начнем с того, что вот у нас остались люди. Нет. Марк Бабатунте, вы на связи, да? Вот расскажите, пожалуйста, о своей истории расскажите, пожалуйста, вот как вам пришло решение стать добровольцем, что вами двигало, и вот где вы тушили лес, и как это все происходило? Добрый вечер, спасибо большое, дай мне время, хотел чуть-чуть поговорим. Я живу в Якутии уже 8 лет, и вот это лето первый раз я слышу, что лес горит. Я раньше вот так внимания не поставил, что лес горит на Якутии. Поэтому, как я слышу, что лес горит, я сразу скажу, моя жена, я обязательно поеду помогать, как можно. Если я живу здесь, республиканский, я должна помогать, как возможно. И я решила, первое время мы из друзья, которые здесь живем, здесь в Ангаласке, на Покровске, мы хотим поедем на горный лес помогать. Но потом мы слышим, что здесь в Ангаласке, здесь тоже есть пожар, большой пожар, здесь на Дальше Синский, это Кутал-Жура, один деревня, почти 200 километров от Покровска. Но там далеко, и люди мало, которые туда помогают тушить пожар. Поэтому мы решили, поедем тушить пожар здесь на Ангаласский лес. Конечно, туда поедем, дорога не вот так хорошо. И до вот этого я на интернет обычно смотрю, много людей, помогают тушить пожар, поэтому у меня, я думаю, не менее, приезжать туда, там много людей будут, которые помогают тушить пожар, но туда приезжают. Кроме профессионалов пожарников, которые тушат пожар, там и голова деревни, нету никто там, который помогает тушить пожар. Поэтому мы там поработаем 3 дня, ситуация там чуть-чуть сложно. Я думаю, ребята, которые работают там, из Алдански, они очень хорошо работают. У меня тоже мой первый опыт, который поедем вот такой тушить пожар. Я не знаю, что делать, что не делать, но они нас показать правильно, как тушить пожар, что надо, как делать. Но мы, которому помогать, конечно, я не думаю, у нас тушить пожар. Мы просто время дадут вот профессионалы, которые будут тушить пожар. Мы просто держать, вода делает. Вода, где мы тушим пожар, куда они вода берет, почти 3 километра. Мы больше времени там просто на лопата там копать и делать маленькие работы, которые мы можем делать. Но я думаю, если каждый человек уходит на лес, помогает, если больше людей уходит на лес, помогает, было очень хорошо. Вот, пожар не вот так большой, потому что мы сидите там, он дальше горит, вода нету, мы просто на лопате стоит, чуть-чуть копает, сколько можно копать. Но мы видим, что дальше он горит
ходит дальше. От деревни уже 7 километров. Но там люди, которые ходят, там очень мало. Но мы делаем сколько мы можем. Второй день уже мало. Третий день тоже, мы 3 дня работаем там. Уже очень-очень мало там огонь. Но они скажут, конечно, техника надо, что копать. Там техника нету. Вот это время, которое мы работаем. Но стали настоящим россиянином. Но, да, можно вот так говорить. Россиянам, которые дома сидели. Спасибо вам большое. Вот раньше вот поднимала Рита Якушева, это блогер тоже. Да, добрый день, дорогие друзья. Рада видеть всех в эфире, и очень интересная тема. Конечно же, не буду спорить ни с кем из профессионалов, да, потому что они лучше знают, как справляться с огнем и так далее, но все-таки вклад добровольцев в этом году, он неизмерим. И мы видим это впервые, как в республике организовалось такое большое, ну, скажем так, я не знаю, как это назвать, армия добровольцев, это можно так назвать, потому что я сама попала в штаб только тогда, когда загорелся Синск, то есть когда загорелось рядом с Синском. Это моя родная деревня в Хангаласском Улусе, передо мной сейчас выступал мой земляк. В принципе, если бы меня не коснулось, я, возможно, бы и не попала в этот штаб, и не прикоснулась бы, и не стала бы частью этого добровольческого движения, скажем так, да. И получается, что благодаря работе этого общественного штаба село Синск получили необходимую помощь, ту помощь, которая была первоначально при самом начале тушения пожара. То есть, во-первых, они получили поддержку, люди увидели эту поддержку, встали и пошли тушить пожар. Сами сельчане, они увидели, что в городе идет такое общественное движение. Я им написала в группу, озвучила все, рассказала об этом штабе. Они все были просто, ошеломлены, возможно, да, и им стало как бы, как там люди идут тушить, а мы что, не пойдем? И все, и старики, и женщины, вы, наверное, у меня в блоге видели, что женщины Синска вышли расчищать минерализированную, или как она там правильно называется, ту полосу, да, не таскали бревна, они убирали, там все это делали своими руками несколько дней подряд. Слава Богу, пошли дожди. И село как бы не задело, к селу пожар не подошел, там работали и профессионалы, там работали и мобилизованные, те, которые являются жителями села, и работали еще и добровольцы. И это очень классно. И вот это вот движение, я думаю, если не хватает сотрудников лесническому хозяйству, там или еще кому-то, присмотритесь к тем, кто участвовал в этих пожарах, присмотритесь к тем добровольцам, которые, возможно, выбрали для себя эту, занятие, сферу, да, это же тоже сфера деятельности. Научите их, дайте им профессию, потому что, на селе, если все-таки вернется эта практика, что в селах будет возрождаться лесное хозяйство, то на селе есть люди, которые хотят этим заниматься. И это обязательно нужно учитывать. А потом Юрий Иннокентьевич сказал о том, что размеры минерализованных полос. Вот об этом сейчас тоже очень важно говорить. Почему? Потому что есть определенные нормативы, нарушать которые главы наследников тоже боятся. Потому что, оказывается, за каждое лишнее срубленное дерево с них потом спросят. Их могут оштрафовать, их могут не знаю, что там, какие санкции на них накладывают. Мне это неизвестно, но это факт, то, что они потом могут понести наказание. Следующий момент еще такой, что они просят все возродить эту практику превентивных мер в виде сбора валежника. То есть раньше в деревнях, на моей практике, я помню, когда я училась в школе, мы все выезжали на сбор валежника. Мы его заготавливали, и это были дрова для школы, потому что тогда наша школа отапливалась дровами, и мы школьными бригадами заготавливали эти дрова. Старшеклассники, естественно, выезжали на школьном тракторе, мы вывозили этот валежник в радиусе 15-20 километров от села. А сейчас эту практику убрали, весь лес стал федеральным. Александр Жураковский сказал очень главную вещь. Нужно менять федеральный закон. В первую очередь.
поблагодарить за помощь администрации Горного Улуса. Я с этим лично столкнулся. Нам во многом помогали ваши специалисты, и с вами мы много работали. Но я хочу сказать все-таки о муниципальных образованиях, о селах, которые практически весь свой бюджет, по-моему, потратили. Население свои личные сбережения, свои продукты, запасы потратило на то, чтобы где-то поддержать добровольцев. Нас кормили, наших добровольцев и в Хангаласском районе кормили, и в Горном, и в Намском. Но я понимаю, что это какой удар был для бюджетов муниципальных образований, для тех жителей, которые отдавали свое последнее, забивали там скотину. Скажите, пожалуйста, предусмотрена ли будет ли компенсация для муниципальных образований, чтобы восполнить те большие расходы, которые понесли? Наверняка и даже администрация района Улуса, да, тоже, наверное, понесла расходы. Это первый вопрос. Второй вопрос. Тоже хочу поблагодарить, в частности, ваше муниципальное образование села Магарас Владимира Максимовича. При его поддержке вместе с добрым нашим человеком, с большим сердцем Антоном Васильевым, мы, добровольцы, выезжали в село Магарас заготавливать валежник, и его распиливали, отдавали жителям с многими многодетные семьи и те, кто не в состоянии это сделать, у которых еще во время пожара сгорели их заготовки дерева. Вот. В этом плане, наверное, ваш район получился как пионер в этом направлении. Готовы ли вы эту практику применить вообще в отношении других населенных пунктов и поделиться с другими улусами? Вот два вопроса. Первый по бюджетам, которые очень сильно потратились. Второй по валежнику. Спасибо. Большое спасибо, Аюл Джоловга, Иван, за то, что вы одним из первых откликнулись на нашу беду. Хотел бы отметить, что в части затрат мы со стороны бюджета вот эти вопросы в рабочем порядке отрабатываем Министерством финансов для направления дополнительных средств на сбалансированность. В части возмещения затрат населения, конечно, вот таких моментов у нас, к сожалению, нету. И население, в принципе, от чистого сердца вот эту помощь нам оказывает. И мы благодарны всем жителям Якутии, других регионов, которые помогли в наш трудный час. По заготовке также возникают вопросы, связанные с лесным кодексом, по идее. Мы, конечно же, готовы такую практику продолжать, но здесь возникают вопросы, связанные с оплатой использования леса. Вот. Несмотря на то, что он валежник, несмотря на то, что он сгорел, за него все равно определенная плата требуется. Вот поэтому надеемся, что к вам не придут прокуроры и Леснадзор. И нам необходимо в целом выработать какой-то механизм, когда можно было бы использовать повалившиеся деревья, проводить какую-то очистку, какой-нибудь проект экологический для того, чтобы эту работу проводить. Потому что на сегодняшний день все наши дороги лесные, скажем так, сельхозугодием, там, канибазам и так далее, они все требуют дополнительных работ по расчистке, по приведению в порядок. Поэтому здесь вопросы, они все равно есть, и именно нам всем сообща нужно заниматься. Викторович, спасибо. Со своей стороны, конечно, поддерживаю и полностью готовы оказать помощь по исполнению этой акции. Это у меня первый вопрос к вам, да, как происходит сейчас финансовый вопрос, да, и второй вопрос,
касается всей республики и федеральных властей. Это касается вот как раз инструкция 2012 года, 2013 года, когда поселения России горели, были выпущены на местных властях, на областных чрезвычайными ситуациями вся инструкция, как действовать при пожаре населенного пункта. У нас это не выполнялось, это точно. Но мне хотелось интересовать, первое, как сейчас инструкция будет при ЧС, что должен делать муниципалитет, откуда брать деньги и так далее. Потому что минеральная полоса, а вот проблема у нас с минеральной полосой, кто ее должен делать? Зона ответственности до сих пор не определена. Оплате за тушение лесных пожаров именно по части мобилизованных. Это все годы проходит через Якутлесресурс. Последние 3 года у нас кредиторской задолженности, слава богу, не остается. Да? Мы к концу года всю задолженность оплачиваем. Да, раньше у нас были проблемы. Это 16-й год, 17-й год, 18-й год, когда мы по больше года, по 2 года вот эту задолженность не могли оплатить, потому что это, сами понимаете, федерального бюджета субвенции. Они как кредиторка остаются. Надо их потом еще и доказывать, да, что мы на самом деле тушили и так далее, и так далее. Эта проблема была. Последние 3 года этой проблемы нету. В этом году я надеюсь, очень надеюсь, что вот Сергей Георгиевич сказал, что вносятся изменения и в распоряжение правительства Российской Федерации по выделению средств Федерального резерва Российской Федерации. И все внимание, то, что у нас уже как бы нацелено на республику, надеюсь, что мы в ближайшее время это все оплатим. Но я скажу сразу, сумма огромная. Если в прошлом году мы потратили там 180 миллионов рублей через наше учреждение, то эта сумма в этом году в разы больше. Огромная сумма получилась. Поэтому мы сейчас эти суммы как бы уже свели. У нас последние пожары, у нас сейчас в Чарапче, Усьмая закроем, и, соответственно, мы эти счета выставим Рослесхозу. И думаю, что уже этой проблематикой занимается не только Министерство экологии там, или ГАО «Якутлесресурс» на сегодняшний день, а занимается полностью все правительство, в том числе и наши депутаты Федерального собрания и сам Арсений Сергеевич лично этим вопросом занимается. Если я могу дополнить, что если понимание федерального, да, то есть это в приоритетном порядке оплата лесов будет, это приоритет. Потом будет как А вот глава Горного Улуса внес предложение, да, вот понятно, те, которые шли через добровольческий штаб проделал очень большую работу, огромную, да, и с каждым они заключали договор, а вот те, которые, добровольцы, которые были в Улусах, с которыми не заключались договора, нет возможности их... Со всеми со всеми, да, то есть у вас есть информация, кто, где, как, конечно, и они все будут охвачены, да? Есть... Им всегда платили. Да, есть добровольцы, которые добровольно, бесплатно работали, да, это министерство, ведомство и граждане, которые за это денег не просят, тоже большой объем людей, да, и есть мобилизованные. Вот мобилизованные, все они как бы уже на пожарах чистятся, договора все есть, знаем. И если как бы... доброволец, это человек, который... То есть есть добровольцы, с которыми есть договора, и есть добровольцы, которые по велению души и сердца пошли. Немножко там у нас искажение. С ними не заключены договора, и им есть, только спасибо будет. Есть реальные добровольцы, которые за это работали безвозмездно, бесплатно, со всей техникой и людьми и так далее, и так далее. Поэтому... Были факты, чтобы приписками занимались мертвые души, якобы у нас все очень... мы народ такой, что мы не тушим лесные пожары бесплатно, да, в основном, и таким образом у нас не поступает. В основном у нас все... Нас каждый год проверяет Россельхоз, еще счетная палата, прокуратура. То есть каждого И сейчас Следственный комитет нас проверяет, и прокуратура проверяет. Но мы... Лучше да, не душить пошли. Да, и традиционно мы
закрываем лесопожарный сезон и уже начинаем перед надзорными органами. Давайте я отвечу, да, добавлю этот ответ. В Нарвском районе произошло 26 пожаров. Из этих 26 пожаров сегодня зарплату получают за 18 пожар. В этом году, как никогда, работа организована очень слаженно и идет очень хорошими темпами. Так, болезненником считается дерево, которое полностью упало и не растет. Бесплатно же идет. Да, оно дается бесплатно. Оно там никаких... Нет, мы вот говорим о сухостое, который вот стоит, да, сейчас, и вот ученые... В части сухостоя я добавлю, что, здесь необходимо добавить государственное финансирование за счет субвенций. Мы ежегодно проводим санитарные рубки, но это лидер в сравнении с тем, что необходимо делать в республике, да. Вот те пожары, которые у нас прошли, вот миллионы гектаров, да, сейчас надо заактировать, по идее, да, что реально, что произошло. Еще должно быть лесопатологическое обследование, скажи. Обследование, потом должен быть заключение органов Рослесзащиты. И потом уже какой-то в акте должно быть прописано, что мы там должны сделать. Или санитарную рубку сплошную, или выборочную, или что там сделать. Но мы это успеем до следующего лета сделать, потому чтобы у нас... Нет, конечно, никто не сделает. Но сейчас на уровне правительства запланирована экспедиция в горный район, ближайшие населенные пункты, чтобы ученые должны определить влияние этого пожара на животный мир, на растительные ресурсы и ученые же не дадут тебе заключение на санитарную рубку. У нас есть такое, называется Центр защиты леса. Угу. Вот я помню, сколько я работаю, всю жизнь мы добивались, чтобы у нас был Центр защиты леса, он занимается лесопатологическим мониторингом, борьбой, чтобы он был в Якутии. Сколько писем было со времен, я помню, и Штырова, и Николаева написано: откройте в Якутии Центр защиты леса, потому что у нас 1/5 часть лесов России. В итоге что у нас сейчас? Есть один отдел лесопатологического мониторинга, который подчиняется Центру защиты Бурятии. Ну вот смотрите, где Бурятия и где Якутия, да? И вот этот малочисленный отряд лесопатологов, а их всего там, наверное, не знаю, Сергей, человек 10, наверное, да, они сейчас должны провести лесопатологическое обследование, мониторинг. Если они не дадут вот этому лесничему, Джолустану Ивановичу заключение о степени, низовые пожары же не все древостои, о степени этого погибших древостоев, да, сколько там, выборочная рубка нужна или санитарная рубка должна, попробуйте туда залезть, на следующий год еще половину лесников пересадят. Половину в этом году, а половину на следующий год. Я хочу обратиться ко всем в студии сидящим, да, главам, добровольческому штабу. Добровольческий штаб, ребята, вы такие молодцы, вы нынче на своей шкуре испытали какой-то тяжелый труд, да. Вы, сегодня мне очень было приятно слышать слова, которые говорили, что мы работали под руководством профессионалов, они нас обучили, мы за лето очень большой прогресс сделали, да. Я хочу обратиться, да, сейчас самое главное – люди. Если вы сейчас всем миром мы не станем в защиту престижа работников лесного хозяйства, профессионалов дела, да, мы на следующее лето опять будем в такой же еще худшей ситуации. Никакие там увеличения численности, ничего не поможет, да. Если мы бок о бок работаем, да, пожарный надзор кому подчиняется? МЧСу. Кто выписывает протокола об административном правонарушении на глав, на всех, тот же МЧС. Вместе работаем бок о бок, да, а потом следом за нами строчат штрафы по 25-40 тысяч. А по мирному я вам довела 25 миллионов предъявили. Да, поэтому я хочу обратиться, пожалуйста. Сейчас эти все дела дойдут до верховных судей, да. Там проиграем, мы будем судиться дальше. Там до первой инстанции и так далее, да. Мы своих людей будем отстаивать.
Ага. А я прошу всю общественность, станьте, пожалуйста, на защиту. Скоро день работника леса, 3 воскресенье. Надо защищать защиту леса, получается. 3 воскресенье сентября, 19 числа, профессиональный день работников леса. Пожалуйста, пусть простые рабочие, пусть простые парашютисты, пусть простые работники ГАУ, пусть лесничие, пусть они хоть немножко почувствуют, они все лето были, с середины мая они работали на пожаре. Им сейчас нужна добровольцам задать. Простым защитникам леса. Вот сегодня среди нас находится командир самого первого отряда, который в Горном Лусе был, да, я вот вас по фотографии узнала. Многодетный отец, общественный деятель. Ну, сами имя представитесь. И Альберт Васильев и другие наши добровольцы, да, вот, чтобы вы представились и сказали, почему вы пошли добровольцами, какая у вас мотивация, было ли вам страшно? В общем, скажите нам что-нибудь. Я прошу сжато очень, потому что подходит к концу. Да, добрый вечер. Меня зовут Альберт Васильев, предприниматель, общественник. Ну, почему я пошел? Моя знакомая Гульнара Алексеева, она которая вот стояла у истоков этого добровольческого движения, она сказала, вот, что город окутали дымы, что-то нужно делать, и они вместе с АИЛом решили организовать первую бригаду. Мы выехали 11 июля, нас было 12 человек, мы все друг друга, никто никого не знал, и выехали в горный район, и там вот работали. Изначально мы должны были прокладывать эту, скажем так, минерализованную эту полосу должны были контролировать, но по факту получилось так, что мы занимались тушением пожаров. Но когда уже выезжали уже второй раз, это в конце июля, мы уже там конкретно занимались вот этой охраной, окарауливанием пожаров. Да, туда же выезжал. У нас уже там такая же бригада сформировалась, уже сплоченная команда, и мы уже, некоторые ребята уже даже 3-й раз выезжали. Я всего 11 дней был. Нет, в общей сложности. Но у нас да, за 2 поездки. Но в нашей команде Николай Платонов, он вообще почти месяц был. Да, практически. Пожалуйста, Айлана Дмитриевна. Добрый вечер. Ну, действительно, все вы знаете о том, что летом провелась большая работа, да, в части добровольческого штаба. Действительно, якутяне доказали о том, что они могут объединиться. Да. Мы это впервые увидели во время пандемии коронавируса, да, когда у нас тут по всей республике, по всей стране, по всему миру была, да, вот эта вот болезнь. И сейчас, да, на теме лесных пожаров действительно население объединилось. Очень много действительно желающих было не только с Якутии, да, были из других стран, были из других регионов России на самом деле, да, которые прям были готовы приехать. Они говорят, многие писали, да, звонили, ну и приезжали, да, у нас и ребята из Красноярска были, да, с Камчатки, с Норильска, да, то есть с Москвы, Уфа, да. Вот, действительно, ребята приезжали, по несколько человек, да, то есть, и помогали. И поэтому действительно та работа, которая вот сейчас велась, что дальше, да, то, что вот сегодня у нас была и тема нашего разговора дискуссионного, да, что о том, что добровольческий штаб непосредственно продолжит работу. И в части немножко хочется сказать про профессиональность, да, то есть действительно сейчас это было на самом деле действительно хаотично, то есть надо было быстро-быстро, да, чтобы люди выезжали сразу, да. А тут уже, если о дальнейшей работе говорят, вот Александр Витальевич в будущем будут вести работу в части уже добровольцев, которые будут подготовлены. То есть части, мне кажется, тут и Дилстан Иванович поддержит, да, о том, что в будущем созданный штаб будет там совместно работать с Депутлесресурсом, да, то есть чтобы не выезжали те люди, которые раз, да, они работали, их выдернули и пошли, а те люди, которые постепенно, да, в течение там 2-3 месяцев проходили обучение какое-то, да, какие-то маленькие курсы вместе с сотрудниками, с профессионалами, и уже будут в будущем выезжать профессионалы, ребята, так сказать, да, добровольцы,
которые уже будут готовы, будут знать, да, что они будут делать. И действительно, вот еще в ходе разговора отметили о том, что, да, действительно, поищите ребят среди добровольцев, да, для будущего трудоустройства в авиалесохрану, Якутлесресурс. Действительно, были ребята. Были молодые ребята, которые говорили после того, как съездили на пожар, говорят, блин, а я-то, оказывается, не тем занимаюсь. Я хочу быть сотрудником авиалесохраны. Говорят. Ну, действительно, такие ребята были. Поэтому тут тоже, мне кажется, стоит обратить внимание в том, что, может, действительно найдутся те ребята, которые будут готовы работать, да, на такой ответственной работе. А вот. в каком лучше тушили? Мы непосредственно работали в самом штабе. Все организовывали ту работу, которая велась здесь, в Якутске. То есть начиная с формирования команд, заканчивая их оснащением, да, полностью, экипировкой, встречей, проводами и так далее. Вот. Дмитрий, скажите, да, пару слов? Да, всем добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Куприянов. Я являюсь координатором Союза добровольцев России по Республике Саха-Якутия. Наша организация изначально была создана, именно Союз добровольцев России, как организация, которая способствовала противодействию чрезвычайным ситуациям. И поэтому одним из наших непосредственно целей, из-за которого мы пришли, это не только то, что вот наш лес, наш дом горит, так и то, что вот очень много организаций, очень много общественников хаотично формировались. Это вот мы, например, сейчас связались на тот момент с Аилом, с Гульнарой, смогли совместно с Александром закольцевать многих, но на момент начала этой работы очень много людей хаотично выезжали, и ответственность за жизни этих людей, она ложилась не только непосредственно на Якутлесресурс, она ложилась еще и, можно сказать, на наши плечи. Поэтому, понимая ответственность ситуации, что вот люди выезжают, они бы все равно ездили. Запрещали бы им, не запрещали бы им, они бы все равно ездили, потому что каждый человек в душе все равно понимает, что это часть его жизни, это часть человека самого. Поэтому Аил как раз ранее говорил, что вот у нас при штабе проводилось комплексное обучение. Непосредственно на местах лесничие проводили еще обучение, непосредственно на место тушения пожаров, руководители тушения пожаров проводили обучение. Мы вели большую работу именно для того, чтобы этот момент держался на первостепенном уровне, чтобы этот вопрос был вопросом первостепенной важности. И обеспеченность этих добровольцев, чтобы они могли внести какой-то вклад, а это тоже был достаточно важный аспект. Конечно, были и личные интересы. Мои родители, вот, например, мне было тяжело смотреть, как родители дышат дымом, было тяжело смотреть, как люди вот ходят в дыму в городе. И однажды как-то сказали, что пожар в Якутии начинается тогда, когда начинаются дымы в городе Якутске. Но когда я лично выезжал в Горный район, когда я лично выезжал в Намский район, я видел местных ребят, молодых ребят, которые на уровне тех же специалистов лесохраны тушили эти пожары, разбирались в этом, и в некоторых моментах они даже знали что-то больше. И поэтому... может быть, не больше, но, во всяком случае, разбирались в ситуациях, поэтому... Местность хорошо Да, знает. поэтому работа вот Я просто к чему подвожу? К вопросу, что дальше. Да, вопрос работы этого штаба, лично я считаю, достаточно важным, оно должно быть, но оно должно быть именно в усилении помощи. И это должна быть именно профессиональная помощь, а не именно такая. Поэтому мы сейчас проводим работу именно по отбору, подготовке людей, профессиональной подготовке. Скорее всего, это будет совместно с лесохраной, с вами. Скорее всего, это будет вместе с лесресурсом. Для того, чтобы потом эти люди могли быть частью лесресурса и лесохраны. Спасибо. У нас еще есть ученый. Минуточку. У нас еще есть ученый Михаил Михайлович. Ты на связи, да? Да, я на связи. Можно сказать немножко? Я, во-первых, очень рад, что этим летом, можно сказать, на острие борьбы оказались и профессионалы, особенно которых сейчас видим. Это выпускники кафедры экологии Сивцев Сергей и Хонджи Остан. Я их знаю еще со студенческих лет.
И то, что общественность поднялась, это все великолепно. Но я хотел бы вернуться к мысли Светланы Поликарповны Амосовой. Во-первых, лесники, как и лесные экосистемы, помнят все. У них все откладывается в памяти, в годичных кольцах, и по годам они все знают. Она упоминала про... И до этого мы много проводили круглых столов на федеральном, на республиканском, распространяли, просвещали. Якутия особый регион, и, конечно, здесь особое отношение к лесной службе было, есть и должно быть. Но этим летом я, честно говоря, всегда находился порой в шоке от неких позиций, которые до сих пор идет. С самого начала практически у нас и на федеральном уровне, и внутри нашем республиканском шла такая ситуация, которой обвиняли лесную службу, Министерство экологии, которое занималось активно, и главу нашей республики в самых различных негативных результатах. То информацию не дали, то финансов нету, то слишком много народа позвали платить за всех. Я столько негатива получил за эту ситуацию, и тут я вижу, что большая просьба блогерам. Если вы объективные люди, а я знаю, что экспертный клуб – это очень объективные люди, максимально старайтесь участвовать в пропаганде. Я нахожусь в группах, в которых есть самые противоречивые ситуации. Там меня какими только словами не называют, но я держусь, я там остаюсь. И большая просьба поддержать лесную службу. И в реальности на пожарах всегда было, должен быть один главнокомандующий, это лесная служба. Надо как-то сплотиться и в реальности осуществить ту мечту Светланы Поликарповны, что поднять значение работников лесного хозяйства на очень высокий уровень. И вот когда мы разговаривали, такая ситуация была, что лесник, лесничий – это подобно хирургу во время операции. Во время операции нельзя его трогать, врываться в операционную, требовать, изъять документы и так далее. В результате у нас такое происходило. И очень правильно говорят, вот просто пишут предписания, административки и так далее. Люди имеют небольшую зарплату, им еще по 20-30 тысяч штрафы выписывают. И судебные процессы – это нервозность, это фактически по рукам бьют. Поэтому хотелось бы, и на всех уровнях мы это говорили, пропагандировали, порой даже МПР Российской Федерации тоже на место нужно садить. И вот, например, мы считаем, что наука в этом году последовательно объясняет, что леса в Якутии горели, горят и будут гореть на самом деле. И это объективная реальность, просто нужно умело подготавливаться к этим вещам. Даже могу сказать, в XVIII веке Витус Беринг шел к Охотскому морю фактически в стене огня. И об этом исторически зафиксировано в XVIII веке, 1737 году. И пожары были даже не менее мощные. Просто в старину, на самом деле, порой наши предки были очень осторожными. Никогда вокруг, прямо внутрь леса и близко от леса дома не строили. У нас сейчас, на самом деле, федеральное законодательство, конечно, оно не фонтан, мягко выражаясь, и нужно его менять. Но порой происходит, что и администрации, и наслега, другие дают строиться там, где, в принципе, нельзя строить. И в этом надо быть осторожным. В этом году пострадал Бескёль. Если следующий год будет очень опасный, то, соответственно, нет гарантии, что какие-то поселения, которые также расположены, где близко от опасной зоны, не загорятся. Нужно сейчас провести некую инвентаризацию уже силами МЧС, потому что это не задача лесавиаохраны, это задача МЧС внутри. И на самом деле инструкции, вот правильно Олег Желнин сказал, что инструкции-то известны, проработаны. И порой мы буквы не читаем, мягко выражаясь, и инструкции не выполняем. И в этой ситуации потом идут разборки, кто виноват. А в конце концов виноватым оказывается глава республики, оказывается. Лес федеральный, а виноват глава республики. Сейчас лесную службу надо поднять на высокий уровень. И в этой ситуации, когда происходят такие, можно сказать такой лозунг: руки прочь от лесника в момент его работы. Пускай не дергают его никогда во время вещей.
эта операция... Спасибо, Михаил Михайлович. Мы благодарим вас за участие. Причем не первое, Михаил Михайлович. Помните, мы с вами 15 июня в течение 2,5 часов с 15:00, как в протоколе у нас записано, до 17:30 мы собирались почти в таком же составе и принимали участие. Мария Христофорова, Владимир Прокопьев, сенатор Александр Акимов принимал участие, наши коллеги. Помните, да, большое спасибо вам. И вот тоже представители наших органов власти принимали участие. То есть, минуточку, еще 15 июня наш экспертный клуб, причем не в первый раз, да, посвящал вот обсуждение этой темы лесных пожаров. И мы, ну, не то чтобы рады, да, как бы, ну, к сожалению, возвращаемся к этой теме вновь и вновь. Мы будем возвращаться, поэтому, думается, наша эта встреча не последняя далеко, да. Поэтому итоговый вопрос хотелось бы задать, да, вам, Сергей Гаврилевич. Микрофон передайте, пожалуйста, ему. Вот все-таки мы сегодня собрались, уже который раз обсуждаем. Вот мы с Сусанной Рожиной и другими коллегами с Arctic Post выезжали. И с Сусанной мы несколько раз в Вилюйскую зону районов выезжали, да, самые первые, 4 июня еще выезжали, другие коллеги выезжали. Мы эту тему, кстати, тема защиты лесной отрасли, тоже вот наш союз журналистов и блогеров, экспертный клуб, одним из первых Михаил Михайлович поднимал. Так что мы, наоборот, как бы на острие этой темы находимся вот с самого начала пожароопасного сезона. И вопрос итоговый, вот видите, сколько предложений у глав муниципальных образований. Это мы только 2 глав районов самых горячих точек услышали сегодня, да? А сколько проблем, предложений, причем очень конструктивных, имеется у глав нацлегов, у тех ребят, которые вот мы сами видели в Сунтарском районе, в Нюрбинском, особенно в Сунтарском, да? Они вот на вездеходах сами вот вместе с РТП они находились, мобилизовали население, вели за собой людей и мобилизованное население. Вот скажите, с людьми поговорить, вот добровольцы сколько предложений вносят, у журналистов тоже свои мнения, у экспертов. Будет ли какое-то итоговое обсуждение, вот не разбор вот полетов, да, а как-то вот власти и общество, как они смогут выстроить диалог, будет ли вот это все после того, как пожароопасный сезон завершится? То есть, может, форум добровольцев проведете там, не знаю, в октябре, там, в ноябре, или вот какое-то общественное обсуждение, но именно инициированное властями общества. Будьте добры. Так, подведение итогов. Здесь могу я сказать, вот нет худа без добра, да? Вот нынешняя ситуация у нас... скажем так, Москва, федеральный центр, да, наш, уже вот неоднократно разбирал этот вопрос, и уже мы ощущаем некую вот поддержку, именно как Республика Саха-Якутия, да. У нас сильное внимание обращает наш руководитель Федерального агентства лесного хозяйства и министр природных ресурсов и экологии Козлов, да, Александр Александрович. И в части вот, в том числе финансирования, уже выделяя от других субъектов, наши регионы, они уже как бы каждый раз те совещания, которые вот неоднократно проходили, они вот эти вопросы уже, пример приводят вот на территории Якутии. Мы же как бы, в сравнении с другими субъектами России, предложения главы республики были поддержаны. Да, все предложения, да? Там на уровне президента у нас совещания были, и вопрос даже рассматривался по передаче обратно же на федеральный уровень. То есть и сам президент этот вопрос поднимал. То есть мы внимание обратили, можно сказать, на наш регион, и будем надеяться, что это внимание не останется без следа. То есть и в части вот... Конкретно правительство республики, оно внесло письменно же свои предложения. Да, конечно. А когда ответ на них ждать? И предложение глав районов... Сейчас, конечно, сложно сказать, когда точно ответ будет. И я, конечно, позицию глав понимаю. Конечно, существует закон, лесной кодекс, да, у нас вот эти в части муниципальных вопросов, да, там как бы этого нет. Это надо признать. По лесному законодательству надо работать. Конечно, у нас регион особенный, своя территория, своя там, не как сравнить там с теми же там центральным регионом Российской Федерации. Поэтому здесь надо вот с учетом нашей региональной особенности именно применять. Те же сельхозпалы, они все как бы
их надо вот именно с четкой точки зрения контролируемого сельхозпала, мы считаем, он необходим. И это вот надо тоже федеральной повестке этот вопрос поднимать. И на этом тоже акцентировать надо. Оно имеет свою определенную тоже как бы значимость для республики, и в том числе и сельское хозяйство. И поэтому работа идет. На вопрос, что будет дальше, конечно, само собой, конечно, вот вопрос увеличения численности, там, приобретения специальной техники там, для тушения лесных пожаров применять. Этот вопрос уже прорабатывается. Сейчас мы по линии поддержки ощущаем, по линии Росрезерва мы уже приобретаем технику, вернее, нам как бы выдают, мы уже доставляем в Якутию, пару техник уже доставили. Сейчас по линии Минвостока развития, там Трудник нас поддержал, тоже вот 150 миллионов сейчас выделили, точнее 149, да. Будем приобретать технику дополнительно. И по нашей линии тоже национальных проектов экология дополнительно будет приобретена техника еще и в этом году, и в следующем году. То есть уже как бы, как я сказал ранее, уже мы ощущаем некую поддержку вот из-за той ситуации, которая вот была в этом году из федерального центра. Понимание есть у них уже. И вот начиная с первых чисел уже здесь побывали все руководители на федеральных структурах. Федеральная лесохрана, там все руководители приезжали, Рослесхоз приезжал, министр уже приезжал. Так что мы с ними работаем уже и будем надеяться, что у нас будет... Это же, как сказать, пожар, он как война, да? Война без выстрелов, да. Это цитата Дмитрия Садовникова, да. Еще как раз на нашем первом большом обсуждении. Да. Наши работники все, по сути, можно в кавычках, на войне должны быть все подготовленные люди. То есть я с коллегами Владимиром Сергеевичем согласен, должны быть специалисты, обученные, подготовленные, соответственно, должна количество людей, которые требуются для работы на войне, да, в кавычках, и, конечно, техника и так далее, так далее, так далее. То есть тема лесных пожаров, дорогие друзья, вы, наверное, согласитесь, она поднимает целый пласт других вопросов и проблем, как то, например, подготовка кадров, вопросы лесовосстановления, да, создание лесопитомников, да, это целый комплексный подход. И еще раз, наверное, не последняя наша встреча, и есть, я думаю, тоже коллеги с нами согласятся, а мы бы хотели очень попросить, чтобы по итогам, когда у вас официально закроется пожароопасный сезон, и вы итоги подведете, там, сверитесь с этими космическими данными, там, Рослесхоза и, как это правильно называется, ИСДМ. ИСДМ, да. Да. Пожалуйста, можно ли будет встретиться с журналистами, провести пресс-конференцию, тематический брифинг, что-то такое, и вот, пожалуйста, Иван... Конечно. Мы всегда открыты, конечно. Когда Гульнара Алексеева и я мы начали работать, призывали добровольцев, мы практически работали с колес, на машинах и по телефону. Альберт тот человек, который предоставил свою базу, на которой мы действительно формировали, собирали гуманитарную помощь. Оттуда мы направляли уже вторые, третьи группы. Альберт об этом, конечно, скромно промолчал. Также я хочу сказать, что Александр Жураковский, когда появился, значит, мы расширили масштабы, он стал уже привлекать более таких значимых, за его плечами большие проекты, поэтому это было... Да, и мы практически на больший уровень ушли. И когда Людмила Валерьевна Николаева появилась в нашем штабе, у нашего штаба появилось еще больше такое новое дыхание, еще более высокий уровень. Поэтому я хотел сказать, что хотя тут Чиросов несколько прошелся по партиям, да, на самом деле у нас собрались представители различных партий, и мы за это время негласно между собой договорились, что мы все свои партийные дела в сторону отводим и не занимаемся вообще ни агитацией, ничем. Я думаю, что вот та формула, да, консолидация, объединение. Та форма нашей работы, да, мне кажется, которая сформировалась в момент работы, когда и органы власти, и общественники, как так называемые даже оппозиционеры, да, когда все объединились вокруг одной задачи, которая стоит перед республикой, да, во главе с нашим Илдарханом, вот эта формула, мы ее не должны растерять.
решение любых глобальных вопросов. Вот для этого-то, да, находить именно на уровне. Предлагаем провести вам итоговое тоже подведение своих итогов. Форум добровольцев проведите. Журналистов пригласите. Вот идея мне пришла только что. Да, вот вижу, и нам бы хотелось с вами пообщаться, и вам с нами. Да. Форум добровольческого штаба давайте проведем, а отдельно органы власти, пожалуйста, официально брифинг тематический, пресс-конференцию. И можно использовать. Да, мы еще с тобой обсудим это отдельно. Еще раз большое спасибо всем участникам и тем, кто подключался по видеоконференц-связи, дорогие друзья. Еще будем обсуждать эти темы и вопросы, да, и, конечно, сегодня хотелось бы сказать огромное спасибо, человеческое спасибо не только вот добровольцам, добровольческому штабу, да, но и специалистам, правительству республики, руководству республики, потому что вот лично я своими глазами видела, как сутками пашут в любое время суток на связи. Да, тем предприятиям, которые оказали помощь, да. И вот, да, это действительно вот как народная сила, очень огромная помощь оказана, да, все объединили свои усилия, но сказать, что власти, допустим, где-то не доработали, это тоже нельзя говорить, потому что вот мы все видели, как работали Садовников, прежде всего под руководством Айсена Николаева Садовников, Сахамин Афанасьев, Джилстан Хон, вы жили, по-моему, в Магарасе жили, да, почти сколько времени, Джилстан Иванович, или я путаю село? Вы же почти там, да, неделями все вот, да, бросив свои семьи, личные, вообще вот текущую работу, да, все были мобилизованы на теме лесных пожаров, равно как и наши добровольцы, и мы, журналисты, тоже вот, думается, не последнюю роль сыграли в освещении публикаций и государственных СМИ, и негосударственных. Так что еще раз огромное спасибо. Давайте встречаться, дорогие друзья, на этой доброй волне. Отключаемся. Всего доброго всем.